В этом году в Усть-Вымском районе около 50 малоимущих граждан станут бизнесменами. Открыть свое дело поможет программа «Социальный контракт». Субсидия для стартапа выдается жителям республики, чей доход меньше прожиточного минимума. При этом будущие предприниматели должны подготовить бизнес-план и защитить его перед специальной комиссией. Об одном из успешных проектов расскажет Наталья Юрина. Каждое движение отточено, не теряя времени, согласно нужным параметрам. Изготовитель корпусной мебели Артем Тишков сначала материал распиливает, затем обрабатывает торцы деталей, после приступает к сборке. Ассортимент широкий, от прихожей до детской. На выполнение заказа от замера до реализации не больше месяца. Замер, консультация, выслушал, делаю эскиз, скидываю, идет работа по корректировке, там, полки, там все это такое. Чтобы именно человеку было то, что он хочет. Не то, что там купил, приходится пользоваться, а именно там, как хочешь. Чуть более года назад всего этого у Артема Тишкова не было. Была лишь мечта и желание открыть свое дело. Помог социальный контракт. Уроженец Иркутской области, проработав более 10 лет на различных предприятиях страны, приехал в гости к бабушке в Сыктывкар. Решил остаться. Обосновался в Студенце. Встал на учет в Центр занятости Усть-Вымского района. В соцконтракте узнал от социального работника у нас в селе, получается, предложили. Я это дело посмотрел. Просто я стоял на службе занятости еще, и оттуда тоже как бы взял помощь одновременно. И там, и там. Получил 250 тысяч, получается, целевые. Целевые потратил на инструменты и такое, для, в общем-то, изготовления мебели. В принципе, уже отчитался, все нормально, инструмент работает, без нареканий. В дальнейшем мастер планирует открыть еще один цех – мебельный. Новое предприятие может появиться в Студенце в рамках проекта «Народный бюджет». Впрочем, Артем Тишков не единственный, кто благодаря социальному контракту начал свое дело в Усть-Вымском районе. Претендовать у нас могут граждане, имеющие статус малоимущих граждан. За 1,5 года работы мы заключили социальные контракты по направлению осуществления предпринимательской деятельности с 7 гражданами, и они у нас уже зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. На 2021 год у нас очень большие планы. В этом году субсидии получат 20 предпринимателей. Для жителей Усть-Вымского района доступно будет и новое направление социального контракта. Что с 2020 года введена новая форма стимулирования – это ведение личного подсобного хозяйства. Когда гражданину выплачивается пособие в размере до 100 тысяч рублей, гражданин, желающий получить социальный контракт в рамках личного подсобного хозяйства, предоставляет программу и план расходов, где он указывает, куда планирует потратить пособие, что хочет приобретать. Это может быть разведение кроликов, это могут быть другие какие-то животные. Субсидия на ведение личного подсобного хозяйства предназначена для самозанятых. Деньги по новому направлению в этом году получат 28 малоимущих граждан Усть-Вымского района. Наталья Юрина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.